Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех на телеканале Якутия-24. Это «Утро Якутии». И с вами, как всегда, в эту рабочую неделю будем просыпаться вместе. Это Павел Танин и Дарья Анкехова. С такой печалью произнесена была фраза «как всегда». Тем не менее, действительно, 22 апреля на календаре, уже май скоро наступит. Тепло основательное в Якутск пришло. Это можно видеть даже и по отсутствию полноценной бороды на моем лице. Хотя и щетина уже к бороде опять стремится. Тем не менее, много всего интересного сегодня будет. Как всегда, у нас гости в студии. Мы поговорим в том числе о предстоящем сезоне паводковой, о паводковой обстановке в принципе, что нам ожидать. Поговорим с заместителем начальника гидромедцентра. Помимо этого, у нас и утренняя зарядка будет. Как всегда, мы зарядимся энергией на весь день, потому что зарядка, конечно же, что нас делает? Заряжает и бодрит. И много-много всего еще наша команда приготовила. Поэтому оставайтесь в ближайшее время вместе с нами. И я думаю, информации хватит как минимум для того, чтобы проснуться. Ну и, конечно, возможно, обсудить за чашечкой кофе эти новости со своими близкими. Но лучше чая. Чая? Да. Хорошо. Ну а мы продолжаем. И, как всегда, давайте узнаем, какая же погода у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. В заречной группе до плюс 4. В южных районах 1-2 градуса со знаком минус. В Вилюйской группе 2 градуса ниже 0, в Нижнеленских до плюс 3. В западных районах минус 1 плюс 3, в Колыме-Нигирской группе Улусов до минус 2. В Янских минус 11, на северо-западе до плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 9 градусов. Прямо сейчас, по традиции, прежде чем уже основательно начать пробуждение, мы узнаем о последних новостях. О них нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Правительство до конца 2024 года должно обеспечить разработку и начало реализации национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, а также определить источники и необходимые для его реализации объем финансирования. Такое поручение дал Кабмину президент Владимир Путин. О необходимости запуска нового нацпроекта глава государства заявлял еще 14 февраля на форуме будущих технологий, обратившись к Кабмину с соответствующей просьбой. Теперь эта просьба закреплена документально в виде поручения. Также правительству необходимо разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, рассмотрев в том числе возможность увеличения объема финансирования на их льготное кредитование. Следует из поручения президента страны Владимира Путина. Задача разработать дополнительные меры поддержки аграриев была поставлена перед правительством в целях увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 году не менее чем на 25%. Доклад по реализации данного поручения правительству следует представить до 1 октября этого года. Тотальный диктант объединит участников из 77 регионов России и 43 стран. В Якутии в рамках этой просветительской акции работает свыше 30 площадок в городах Якутск, Мирный, Алдан и поселке Беркакит. В столице республики проверить свои знания могли в Северо-Восточном федеральном университете и в Национальной библиотеке. Общее время проведения диктанта составляет 60 минут. Текст для 20-го по счету тотального диктанта подготовила известная писательница Анна Матвеева. Я писала несколько раз этот диктант, а сейчас буду участвовать в другом качестве. Очень волнуюсь, потому что опыта такого у меня еще нет. Буду первый раз в качестве учителя, потому что когда я была совсем маленькая в школе, я тоже хотела быть диктатором. Сейчас принято говорить. Я писала сама от силы раза 3. Но сейчас, когда я побываю в роли учителя, я думаю, что я возобновлю свою практику.
В России уже в 13-й раз прошла акция «Библия. Ночь». В этом году тематика акции приурочена Году семьи в России и Году детства в Якутии. В столице региона «Библия. Ночь» была посвящена семейному чтению. Любой желающий мог провести время с пользой, а также найти себе занятия по душе. В рамках акции проведены экскурсия по книгохранилищу, мастер-классы по песочной терапии, актерскому мастерству и многое другое. Национальная вещательная компания «Саха» представила для детей и взрослых познавательную программу, в числе которых рассказали про мультсериалы компании. Эта акция началась в 2012 году, и с тех пор успешно ее поддерживают практически все библиотеки России. И мы тоже не отстаем. У нас в 18 филиалах города Якутска тоже идет эта акция, да? Много очень интересных книжных выставок, мероприятий в поддержку чтения и литературы. У нас запланированы интересные встречи уже прошли в филиалах, да, с писателями, с юными авторами, квест, игры, да, викторины на знание литературы. Во Владивостоке состоялся международный турнир по волейболу. 7 команд, представляющих разные нации, собрались на спортивной территории промышленного колледжа энергетики и связи. Участниками турнира стали не только студенты местных университетов, но также военнослужащие, жители города и члены местных диаспор. Главной целью мероприятия является поощрение здорового образа жизни и развитие взаимопонимания между культурами спортсменов. У нас все в команде военнослужащие, 2 из них солисты Мариинского театра. Итак, дружненько все собрались, буряты, поставили команду, решили сыграть, отыграли 2 игры. Команды достойные. Сам лично я живу в Владивостоке год, участвую впервые, а так команда Амисхал ежегодно ставит команду. Каждый год участвую. Паводки – это острая проблема во многих регионах страны и мира. Ежегодно эта проблема касается и нашей республики. Давайте узнаем, как же обстоят дела в этом году. У нас в гостях заместитель начальника гидромедцентра Вячеслав Шехиров. Вячеслав Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Ну и, наверное, главный вопрос, всегда мы ориентируемся на это число, когда стоит уже ожидать ледохода на главной реке нашей республики, на реке Лена. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел сказать, что у нас на сегодня актуальна консультация о неблагоприятном явлении погоды, о том, что в Кобяйском районе ожидается порывистый ветер 15-18 метров в секунду, а в Анабарском и Булунском районах до 17-22 метров в секунду. По поводу вашего вопроса. Вскрытие рек на территории Республики Саха-Якутия у нас предполагается в пределах средних многолетних дат и с отклонением от нормы от 1 до 3 суток. Вскрытие реки Лена на территории Ленского района у нас ожидается в первой декаде мая, на Алекминский, Хангаласский пригород города Якутска, а также Намский район в течение второй декады. И в конце как раз второй декады Кобяйский район и устьевой участок реки в последних числах мая. Во второй декаде мы ожидаем вскрытия рек Алдан, Вилюй и нижнее течение реки Амга. Реки севера и северо-востока у нас ожидается вскрытие в конце мая, начале июня. Ну и, конечно, немаловажный вопрос, да, что касаемо снегозапасов, да, как все-таки распределились они в этом году на территории нашей республики? Ведь непосредственно от того, какое количество снега у нас было, зависит от того, какой у нас будет воды, да. Да, по последним данным на 10 апреля, у нас снегозапасы по территории республики распределились неравномерно. Получается, что в среднем течении реки Лена по бассейну реки Вилюй, а также в Алданском, Нерюнгринском, Среднеколымском, Алаиховском, Верхоянском районах там снегозапасы превышают норму, а на остальной территории у нас в пределах нормы и меньше. Всегда с осторожностью можно относиться к фразе «превышают норму». Значит ли, что воды будет много или все-таки превышают норму, но не настолько? 17 апреля мы выпустили гидробюллетень номер 1, где указаны ожидаемые даты вскрытия, и наивысший уровень весеннего половодья. По крайней мере, превышение по
нормы, да, мы, скажем так, опасных явлений мы не ожидаем. Опасения у нас только вызывает вот эта река Колыма на территории Верхнеколымского и Среднеколымского района, где вскрытие ожидается наивысшие уровни ожидаются близкие к опасным отметкам. Если будет затор, то может быть и подтопление данных населенных пунктов, находящихся в данных районах. Ну, вот, говоря, кстати, про заторы, говоря про реку Колыма, она, кстати, славится тем, что каждый раз вот именно заторы там происходят. Помимо этого, стоит ли на других реках, ну, по прогнозам, да, ожидать заторов или, в принципе, какой-то прогноз сейчас благоприятный? И вообще, ведется ли какая-то работа уже по устранению, да, или по предотвращению? Хорошо. Формирование заторов будет зависеть в период вскрытия от погоды, которая будет именно, да, происходить в этот период. А так ожидаемые места заторов, они как бы известны, их 56, они у нас согласованы с республиканским МЧС. Вот. А так у нас обычно это Ленский район, Хангаласский, Алекминский, пригород города Якутска, Намский, Кобяйский районы. На реке Алдан это Усть-Алданский район. Вот. И на реке Колыма, ну, как я уже сказал выше, это Верхнеколымский и Среднеколымский районы. Ведутся ли какие-то работы уже? Да, Да, по второму вопросу. Работы, конечно, ведутся. Это вот зачернение, да, и распиловка для того, чтобы уменьшить прочность льда. Ну, этими работами занимаются вот Министерство экологии республики, Ленское бассейноводное управление, Федерального агентства водных ресурсов и организация Ленрегион Водхоз. Ну вот опять же говоря про наблюдение, в сколько постов гидрометеослужбы будет задействовано, потому что по ним же ориентируются вот именно уровни воды. Ну, к информационной работе вот на период весеннего половодья, да, у нас будут привлечены 122 стационарных гидропоста. И сейчас у нас по распоряжению правительства Республики Саха-Якутия за номером 77-Р от 30 января, да, текущего года мы открываем временные гидропосты на реках республики по заявкам от местных администраций. И на сегодняшний день у нас выполнено порядка 65 постов открыто. На этой неделе мы планируем закончить все. Ну, у нас останется еще один пост, это будет как раз село Верхнеколымск, Верхнеколымского района, так как специалист у нас туда вылетает только 2 мая. Вот, а общее количество заявок это 77 временных гидропостов. То есть к началу вскрытия рек уже 77 постов Да, будут все будет выполнено. Вячеслав Анатольевич, а где на сегодняшний день фиксируется самая наибольшая толщина льда, да? Потому что сейчас, конечно, сложно уже оценить, да, где-то вблизи города Якутска, да, ну а все-таки в каких-то районах сейчас еще лед достаточно толстый. Ну, вот также по последним данным на 10 апреля, да, толщина льда у нас наибольше отмечается на реке Лена, это на участке Пелиду и Крестовская, у города Алекминск, поселок Сангары. На реке Алдан это у села Батама и на реке Колыма у поселка Зырянка. Ну, они превышают норму от 3 до 13 сантиметров, незначительно. А в общем, если сказать, что толщина льда на реках республики, она преимущественно меньше нормы от 5 до 60 сантиметров. Самая наименьшая толщина льда на сегодняшний день отмечается на реке Лена у поселка Витим. А вот, скажем так, наибольшее отклонение, да, от нормы, ну, в меньшую сторону, это на реке Алдан у села Кресхальжай, где толщина льда у нас составляет 74 сантиметра, а при норме должно быть как бы 137. Видите, почти в 2 раза меньше. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что какой-то благоприятный прогноз прохождения паводка, если лед не такой толстый. Ну, в принципе, да. Тем более, когда вот еще природа нам поможет, да, уже установилось тепло, и по предварительным прогнозам май месяц практически на всей территории республики ожидается выше нормы, то есть среднемесячная температура. Вячеслав Анатольевич, спасибо большое за полезную информацию и такие хорошие новости, да, с утра, что все-таки паводок в этом году пройдет спокойно, да? Прогноз, это прогноз, прогнозы, надо понимать, да. Но, собственно, хотя бы, вот, знаешь, верить в это и ждать это с таким уже более позитивными мыслями, нежели думать о плохом. Спасибо большое, хорошего вам рабочего дня и хорошего настроения. Спасибо. Ну, мы продолжаем. Согласно примете, сегодня, 22 апреля, лучше долго не спать, а то можно проспать счастье. Ну, нам даже с тобой это не грозит, потому что мы уже не спим давно, да. Также в этот день старались люди не стричься по народным приметам, и вообще считалось, что это могло привести к бедам, поэтому быстренько просыпаемся, кто еще спит,
Тогда счастью сегодняшнего Быть. дня обязательно быть. Тем более, если вы просыпаетесь вместе с программой «Утро Якутии». Ну а о других событиях, и в том числе народных праздниках, поговорим далее. На календаре 22 апреля. Сегодня Международный день Матери Земли. По народному календарю Вадим Ключник. В день Вадима, прозванного в народе ключником, люди ходили к источникам, ключам, чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмываем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили. Считалось, что это укрепит здоровье. Этот день в истории. В 1370 году началось строительство крепости Бастилия. В 1769 году графиня Дюбари была представлена двору Людовика XV как его официальная фаворитка. В 1832 году в этот день в России введены звания почетных граждан для лиц недворянского происхождения. В 1838 году первый пароход пересек Атлантический океан без остановки, а в 1906 году, 22 апреля, открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах. В этот день родились Иммануил Кант, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии; Владимир Ленин, советский политик и революционер, основатель большевистской партии; Владимир Набоков, русский американский писатель, переводчик, литературовед; Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель американской атомной бомбы; и Иван Ефремов, советский ученый-палеонтолог, писатель-фантаст. Именины сегодня отмечают Вадим, Гаврил и Марфа. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Паша, недавно я наткнулась на результаты интересного исследования. Оказывается, чтобы утренняя зарядка вошла в ежедневную рутину, практиковать ее нужно 66 дней подряд. А потом, по мнению экспертов, к этой привычке присоединятся и другие, такие же полезные. Также доказано, что как только люди благодаря зарядке начинают чувствовать себя лучше, они начинают думать о других полезных вещах, например, о правильном питании. Предлагаем вам сейчас начать заниматься спортом и позже проверить эту гипотезу. Всем доброе утро! Давайте вместе со мной сделаем зарядку. Полностью будем делать на полу. Данная зарядка будет определена на мышцы коры живота. Начали. Первое упражнение у нас называется планка в прыжке. Стали в планку и прыжки в сторону. У кого больные колени, просто на шагах. Выдох, выдох, вдох, выдох. 10 раз делаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее упражнение. Ложимся на спину, ноги на весу, голову оторвали, крест-накрест велосипед. Начали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь 15 делаю. 9, 10, 11, 12, 13, 14, выдох, 15. Следующее упражнение. Начали с планки, тоже будем продолжать планкой. Встали также в планку и приводим ногу вперед. Скалолаз. Выдох, выдох. По 15 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз. 5, 2, 3, 4 и 5. Обратно ложимся на спину и работаем ножницы. Ножки на весу, 45 градусов по 15 раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Начали с планки, заканчиваем тоже планкой. Здесь мы с вами постоим до 15. Посчитаю. Становимся в планку. У кого больные руки, можете на локтях. А все остальные вместе со мной на прямых руках. И стоим до 15 считаю. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5. Молодцы. Сделали вдох, выдох. Еще раз вдох и наверху выдох. Всего вам хорошего. Не знаю, появятся ли полезные привычки вслед за постоянными зарядками по утрам, но открытием для меня лично стало то, что часть плохих или хороших привычек зависит в том числе и от гороскопа. Например, от тельцам нравится наводить порядок в квартире, перебирать вещи, сортировать корреспонденцию. Стрельцам, наоборот, нравится хаос и беспорядок. Они в нем себя вообще чувствуют как в родной обстановке. Но нужно же понимать все-таки, что гороскоп не есть и истина последней инстанции. Это всего лишь такой микробазис, да, скажем так, человека. И тем не менее, если вы прям очень сильно доверяете астрологическим прогнозам, то прямо сейчас для вас, дорогие друзья, астропрогноз на неделю. Овен. На этой неделе, пронизанной таинственной энергией, вам предстоит смело вступить в неизвестное. Ждите загадочных сюрпризов, которые приведут вас к важным открытиям. Держитесь настойчиво, и ваши стремления смогут осуществиться, будто по волшебству. Телец. Пришло время углубиться в мистическое познание. Ваше терпение и настойчивость будут вознаграждены. Зажгите свечи, сфокусируйтесь и проникнитесь мудростью, которая станет вашим проводником на пути к прозрению. Близнецы. Неделя наполнена судьбоносными встречами. Выпавшие на ваш путь люди прячут в себе страшные секреты или потусторонние таланты. Откройте сердце для новых связей, и они прольют свет на ваши тайны. Рак. Сила мистики расчешет скрытые тайны вашей семьи и прошлых жизней. Готовьтесь к знакомству со своими предками. Отправьтесь в странствие по родным землям и узнайте историю своего наследия. Только проникновение в прошлое принесет вам понимание настоящего. Лев. Неделя принесет вам вознаграждение за вашу щедрость. Найдите способы помочь другим без ожидания благодарности. Вас ожидают таинственные подарки, которые обогатят вашу жизнь. Щедрость – ключ, открывающий дверь к загадкам собственного счастья. Дева. Обращайте внимание на признаки судьбы, ведь они окружают вас повсюду. Обратите внимание на символы и знаки сближения с мистическим миром. Ведите дневник своих снов, и они подскажут вам ответы на глубокие вопросы. Весы. Ступайте на магическую тропу гармонии и баланса. Ваши решения будут основываться на интуиции и жизненном опыте. Раскройте свою внутреннюю гадалку и доверьтесь ее переводу. Вас ожидает бесподобное понимание мистической природы вещей. Скорпион. На этой неделе вы сможете встретиться с темной стороной своей души. Погрузитесь в глубину собственных страстей и призраков прошлого. Разберитесь со своими темными влияниями, чтобы освободиться от оков мистики и возродиться в новое сознание. Стрелец. Магическая энергия этой недели позволит вам добиться своей воли. Ваш интеллект и предвидение будут ключом, открывающим перед вами новые горизонты. Используйте свои ясновидящие способности, чтобы переписать сценарий вашего будущего. Козерог. Раскройте двери к мистическому экстазу с помощью тишины и покоя. Отправьтесь в уединенность и погрузитесь в медитации. Духи и гении будут провожать вас в путешествие по невидимым мирам, чтобы вы нашли истину, скрытую от мира. Водолей. Смена прилива мистической энергии сделает вас платиновым медиумом. Поддайте своей интуиции и попробуйте контактировать с потусторонними силами. Ваш голос станет эхом потустороннего мира и принесет вам профетическое видение. Рыбы. Наступила неделя, когда вы сможете разгадать пророческие знаки и понять их значение. Сквозь пелену мистики вы почувствуете свою связь с космической энергией. Проявите чуткость и сиюминутное видение, чтобы понять, что ожидает вас в грядущем будущем. Знаки зодиака, конечно, это вещь относительная. Кто-то считает, что от этого напрямую зависит характер, судьба или карьера. А некоторые люди ищут вторую половинку, обращаясь к звездам. Каждый из нас имеет свой взгляд на то, как общаться и как лучше построить семейную жизнь. Создать по-настоящему счастливую семью не так просто, как кажется. Но героям нашего следующего сюжета очень повезло. Галина Иннокентьевна и Владилен Ильич выросли в одной деревне, учились в параллельных классах. После службы в армии сыграли свадьбу. А в этом году Аболкины отмечают золотой юбилей. 50 лет совместной жизни. Стали вот с 15 лет друг к другу приглядываться.
Ну, конечно, кто приглядывался. Наверное, такая с первого взгляда. Да. Симпатия. Симпатия, да. Ну так, только взрослели. Владимир Ильич, ну расскажите про Галину Иннокентьевну, а какая она? Ой, какая она. Ну, как видите, какая она у меня хорошенькая. А кто строже? Ну, и я, наверное, строже. Мы оба зайца, она крикнет, я убегаю. Кусты. Мы так говорим, ага. Как вы ладите, говорят. А мы зайцы, один на другого рявкнет у кусты. Так и живем. И дожили 50 лет. Ну, вроде бы и недавно как будто было. Да, вроде, да. Галина Иннокентьевна 36 лет проработала в детском саду. Глава семейства трудился в совхозе. Почти 40 лет держали скотину. А на сегодня остались только кони. 10 лет работали крестьянское хозяйство, организовывали, старший сын работал. И вот мы 8 коров доили. И еще на работу успевали, бегали. Ага. Мы еще работали, когда поженились, мы работали в этом. Тогда совхоз Пермитянский был, да? Ага. На ферме. Доерами работали. Доерами одно время работали. Подмен. Ага, Да, доерами, подмен. ага. Потом ну зимой-то тоже, а у нас мотоцикл был старый, старенький, ковровый. И вот его всю зиму ездили, и весну ездили. Вот на это. На мотоцикле. В любви и согласии супруги Аболкины воспитали и вырастили 4 детей. Своими успехами наших юбиляров радует сегодня 11 внуков. А каждое лето большая семья любит собираться вместе и выезжать на природу. Едем на берег. На Там речку, да. Встречаем вот лето. Да. Купание, там рыбалка, все. Дедушка-то наш на руки мастер. Он всем внукам, когда приезжает, старых великов велики собирает. Все внуки на великах, и я тоже на велике. А что можешь про дедушку с бабушкой сказать? Ну, добрые. Еще? Ага. Заботливые. Так. А что любишь делать вот с дедушкой, например? Как проводить время? На буране ездить. Так. Коней кормить. Такая пара, да, которая... Вот сколько уже я примкнулась к их семье, да, уже 13-й год пошел. И вот никогда я не слышала, чтобы они кричали друг на друга, да. Всегда заботятся друг о друге, всегда поддерживают друг друга. Вот такие они у нас. Конечно, жизненный путь семьи не бывает легким. Неизбежны трудности, ошибки, радости и победы. Но уважение и любовь супругов помогают пройти все жизненные испытания, научиться понимать друг друга с полуслова. А глядя на эти счастливые лица, становится понятно, они настоящий пример для всех нас. Катерина Винокурова, Ренат Нахиев, Первый Нюрюктяй, Алёкминский район. Профессия летчика – одна из самых престижных и востребованных. Управлять самолетом мечтают многие, ведь летчики – это почти как космонавты, которым покоряется небо. И почти, вот говоря про якутскую авиацию, почти за целый век она прошла огромный исторический и уникальный путь. Среди авиаторов есть те, кто прославил себя на всю страну и оставил навсегда свое имя в истории авиации. В полярной авиации женщин было мало, но самой известной среди них была Любовь Ильинична Васягина. Полярная летчица оставила яркий след не только в истории воздушного транспорта Якутии, но и в мировой авиации, как первая и единственная женщина-пилот, выполнявшая полеты над дрейфующим льдом Северо-Ледовитого океана. Наша рубрика «История в кадрах» посвящена Любови Ильиничне Васягиной, серебристокрылой чайке Арктики. Здравствуйте! Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия. Дата рождения авиации в Якутии считается 8 октября 1925 года. В этот день впервые в небе над Якутском появился деревянный самолет. Это был демонстрационный полет маленького британского биплана «Сопевич», который взлетел с пристани Даркалах и совершил посадку над Зеленым лугом.
Событие тогда вызвало огромный интерес у местных жителей. Толпа людей собралась, чтобы посмотреть на необычное зрелище – первый полет человека на аэроплане. В газете «Автономная Якутия» за 25 год пестрели яркие заголовки. «В Якутии нужен свой аэроплан! Построим самолет!» Розыгрыш лотерея. Кто будет летать на аэроплане? Кто счастливчик? Смотрят с этой постаревшей фотографии счастливые пассажиры 25 года, а их было всего 8 человек. Демонстрационным полетом в Якутии предшествовало создание в марте 1923 года общества «Добролет», одного из первых крупных предприятий гражданской авиации. Большую роль в становлении отечественной авиации сыграло Российское общество друзей воздушного флота. Вскоре его отделения стали создаваться в разных регионах, в том числе и в Якутии. Первые полеты Сопича с почтой, совершенные над некоторыми улусами в радиусе 100 верст от Якутска, производили тогда на людей громадное впечатление. Почти за целый век якутская авиация прошла огромный исторический и уникальный путь. От приземления первого самолета «Сопвич» до сверхзвукового пассажирского самолета «Якутск-Москва». С самого зарождения авиации принято считать, что это удел сильного пола. И действительно, первыми летчиками были наши мужчины. Однако женщины не оставали в стороне и тоже оставили заметный след. Самой известной среди пилотов была Любовь Ильинична Васягина. Любовь Васягина в 1955 году окончила Саранскую школу ДОСААФ. Затем несколько лет проработала пилотом-конструктором в Краснодарском краевом аэроклубе. 1962 года и до окончания своей летной карьеры она работала в полярной авиации. Приехав на Колыму в Чирске, она летала сначала вторым пилотом на Ан-2, потом командиром. Изучила колымскую тундру, полюбила суровый край. Летая командиром корабля, она более 10 лет обслуживала высокоширотные экспедиции, полярные станции «Северный полюс». Любовь Васягина награждена орденом Октябрьской революции, знаком «Отличник аэрофлота». Коллеги с большой любовью называли ее «Полярная чайка». С годами пришло и общественное признание. В феврале 1973 года Любовь Васягина вошла в состав делегации авиаторов Якутии, участвовала в торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов, посвященном 50-летию аэрофлота. В том же году Любовь Васягина была удостоена орденом Октябрьской революции. На момент этих съемок 1984 года она командир Ил-14. На этих кадрах счастливые моменты с сыном. В то время Юрий заканчивал школу. Но весь его жизненный курс все равно был задан мамой. Свыше четверти века летала Любовь Ильинична в Заполярье. Ее безаварийный налет составил более 18 тысяч часов. Полярная летчица оставила яркий след не только в истории воздушного транспорта Якутии, но и в мировой авиации, как первая и единственная женщина-пилот, выполнявшая полеты над дрейфующие льды Северного Ледовитого океана. История становления и развития авиации Якутии – это уникальный фонд Национального центра аудиовизуального наследия. В нашем центре хранятся редкие кадры, например, 1930-х годов, где первые авиаторы приземлились на землю суровой Арктики. Сегодня авиация связывает Якутию со всеми районами нашего севера, со всеми регионами нашей страны. Развитие гражданской авиации – это результат самоотверженной работы, мужественных и преданных своему делу профессионалов, которые сделали невозможное, покорили крайний север. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. А вот еще одна полезная новость, связанная с небом. Домашние питомцы, небольшие животные и птицы смогут теперь путешествовать рейсами Аэрофлота и России на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе. Услуга пользовалась спросом во время тестового периода, говорится в официальном телеграм-канале группы Аэрофлот. Аэрофлот приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета в декабре 2023 года. Аэрофлот после успешного тестирования вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле. А тем временем в США появилась целая авиакомпания для перевозки собак.
Компания, изготавливающая товары для четвероногих питомцев, решила позаботиться об удобстве авиаперелетов собак и хозяев. Как уточняется в промо-ролике, животное ждет поистине королевское обращение. Это комфортабельные кровати для совместного сна с владельцами, а также кабинки с успокаивающими звуками и ароматами. Кроме того, питомцы смогут выбрать себе напитки. Это может быть бульон из костей, либо просто вода. А также различные лакомства с седативным эффектом, а также могут даже выбрать себе и наушники с подавлением шума. Сообщается, что авиарейсы будут выполнять чартерная компания на бизнес-джете. В списке направлений на данный момент значатся Лондон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Стоимость билета на внутренний рейс для владельца собаки составляет $6000, а перелет в другую страну обойдется в $8000. Вот так вот. То есть, представляешь, есть целая авиакомпания, да, за границей, а у нас пока только разрешили собачка вместе. Ну, я послушал цены на перелет комфортабельной собакой, и, ну, как бы, нормально в багажном были инциденты, конечно, не очень приятные, но в целом, да, могут быть у людей, вот мы сейчас с тобой обсуждали, да, до этого, что животное в салоне, оно может, если это собака, она может лаять, да, нервничать и так далее, это может вызывать какой-то дискомфорт у остальных пассажиров. Но, на мой взгляд, статистика все-таки такая, что не так часто люди путешествуют с питомцами. Ну и вообще, я думаю, раз уж тестирование Аэрофлот же не просто так же сделал, да, такое разрешение. Тесты прошли, значит, в принципе, животные ведут себя хорошо на борту. С другой стороны, у меня родилась интересная мысль, что вот все мы знаем эту историю, когда дети кричат из-за, ну, тоже нервничают, не привычная обстановка, они кричат, и вроде бы все так раздражены, пассажиры, а тут животное, собачка, какая-нибудь миленькая. И вот эти два негативных фактора могут сойтись, и минус на минус дает плюс. Собачка будет успокаивать ребенка, ребенок будет играть с собачкой, и все счастливы. Ну, дай бог, посмотрим, а что же все-таки это нововведение нам даст. Спокойные перелеты, либо милые перелеты. Всему свое время. Ну, а тем временем в Битцевском лесу в Москве прошел традиционный кросс «Быстрый пес». Он представляет собой парный забег с собакой по пересеченной местности. Все полученные от участников средства передадут на благотворительность в помощь бездомным животным. Протяженность маршрута составляет 2 километра. Зато каких живописных! К тому же каждому бегуну на финише полагается памятный значок. Участники кросса «Быстрый пес» вместе с четвероногими друзьями пробежали дистанцию 2 километра в парке Битцевский лес в Москве. На кадрах спортсмены готовятся к старту, преодолевая дистанцию и финишируют. Участник кросса рассказал, что его корги любит пробежки. Это Рагнар, маленький викинг. Во-первых, этот пес на обложке этого забега. Мы его не первый раз бегаем. Говорят, что это не самая беговая порода, но это не значит, что мы не можем здесь классно провести время в собачьей тусовке. Поэтому классная погода, классные ребята, классный псих. Рагнару приходится бегать, он очень любит бегунов и ноги. Поэтому как бы беговые ноги у нас как бы семейные. Завтра бежим здесь Лесью гору, а сегодня он обновляет трассу первый. Другая участница соревнований сообщила, что ежедневно пробегает с собакой Мими 5 километров. Я вообще очень люблю бегать, бегаю каждое утро. Мы с собакой, с моей Мими, тоже бегаем, вот. И уже второй раз будем участвовать в этом прекрасном забеге. Не устает. И, в общем, пока никаких претензий ко мне не предъявляет. На самом деле, мы когда вот в том году бегали, она вообще тянет, потому что прям, то есть надо за ней угнаться. Когда мы одни бегаем, без других собак, она рядышком бежит, а вот сейчас, вот когда со всеми, она бежит прям сразу первая, и поэтому надо быстро бежать. Кросс «Быстрый пес» прошел в 11-й раз. В этом году в нем приняли участие 250 любителей бега с собаками. Это уже 11-й забег по счету получается, уже более 5 лет получается, да, так, да. Изначально добавлялось, конечно же, это было, мы начинали где-то с 70 собак, а потом было у нас лимит был установлен на 150 человек, а теперь у нас установлен лимит на 250. Пока мы понимаем, что просто на этом пространстве чуть больше переварить мы не сможем, поэтому будем думать о том, как сделать большее количество участников. Мы такую дистанцию изначально делали для забегов, для кроссовых забегов, просто чтобы люди без собак бегали, да, спортсмены. И поэтому до этого мы проводили именно кросс Лисья гора. Потом мы подумали, а если у нас уже есть инфраструктура, мы уже можем сначала запустить собак, например, накануне, да? Вот, и поэтому трасса была уже придумана, была размечена, и поэтому 2 километра – это та трасса, которую мы придумали для собак. Ну и, конечно, радость победы как лучший итог забега. Честно говоря, чудесный день, отличная погода. Мне кажется, это самый любимый забег от бегового сообщества, потому что не знаю, что может быть милее, чем хозяева и хвостики.
Вот. Классно, что получилось в очередной раз выиграть. Трасса была чудесная, хотя немножко мокрая. В общем, в целом 10 из 10. Победители определялись отдельно по мужчинам, владельцам собак, и женщинам. Главное, питомцы должны были быть на поводке. Победителей и призеров определили по личному времени. Все участники на финише получили значки. Еще одна интересная новость, но уже из мира красоты, и не только красоты. Первый на планете конкурс красоты состоится среди моделей, сгенерированных искусственным интеллектом. Одна из онлайн-площадок начала принимать заявки на первый на планете конкурс среди моделей, сгенерированных нейросетью. Проводить оценку кандидаток на звание мисс будут по их внешнему виду, а также уровню профессионализма их создателей, а также популярности моделей в социальных сетях. Жюри представлено блогерами и предпринимателями. Как уточняется, в конкурсе не могут участвовать фотографии реальных людей и дипфейки. Кандидатки должны быть полностью созданы нейросетью. Сообщается, что суммарный фонд конкурса будет равен 20 тысячам долларов. Победителям полагается 5 тысяч долларов. Посмотри, какая красота. Вот как здесь оценить, кто из них краше, кто из них лучше? Ну, я не знаю. Все-таки это изображение, это иллюстрация, это прям, рисунок, картина, красивая, да, хорошо созданная, то есть, да, срисованная, не срисованная, а создается человек, но все-таки видно, что это, картинка. Ну, не знаю, все равно такой конкурс имеет место быть, потому что все-таки искусственный интеллект сегодня это уже такая немалая часть нашей жизни. Ну и, собственно, почему бы и не устроить такой конкурс? С таким же успехом можно проводить конкурс красоты людьми нарисованные модели. Люди рисуют, сами их придумывают, и это было бы то же самое. Поэтому, я, как человек, все-таки хорошо относящийся к современным технологиям, в том числе к нейросетям, да, дай бог, искусственный интеллект не скоро еще появится, самый настоящий, потому что все мы смотрели «Терминатор». Мне кажется, нет, прям конкурс красоты прямо делать, я не согласен с этим. Посмотрим, увидим. Возможно, вдруг это станет хорошей, доброй традицией, и потом для разработчиков этих красоток будет к чему стремиться, а почему нет? К чему они будут дальше стремиться? К новым технологиям, к новым идеям, к новым образам, к новым возможностям и так далее. И искусственному интеллекту. Все мы смотрели «Терминатор». А тем временем ситуация на российском рынке. На российском рынке труда не стоит на месте. За последние 3 года претерпела глобальные изменения. То, что еще несколько лет назад казалось неприемлемым, например, удаленная работа, это стало едва ли уже не данностью, везде это практикуется. Тем временем по России при этом всем катится волна массовых сокращений. Сразу несколько госструктур заявили о намерении сократить персонал. Речь в целом идет о десятках тысяч людей, которым вряд ли удастся найти работу. Но если вдруг все-таки у вас случилась подобная ситуация, то советы нашего юриста будут вам в помощь. Здравствуйте. Сегодня мы уделим пару минут ситуации, при которой вам от работодателя приходит уведомление о предстоящем сокращении численности штата работников. Что делать в такой ситуации? И какими правами вы при этом обладаете? Увольнение в связи с сокращением численности штата относится к увольнению по инициативе работодателя и регулируется положениями Трудового кодекса России. Согласно статье 180 Трудового кодекса России, о предстоящем сокращении работники должны быть уведомлены персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения. По решению работодателя указанный срок может быть увеличен или уменьшен с согласия работника. Работодатель обязан предложить увольняемому работнику другую вакантную должность. А увольнение допускается лишь в том случае, если перевод работника с его согласия не представляется возможным. Статья 179 Трудового кодекса России предусматривает, что при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе отдается работникам с более высокой производительностью труда или квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается семейным работникам при наличии 2 или более иждивенцев, или лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, или работникам, получившим в период работы трудовое увечье или профессиональное заболевание, инвалидам боевых действий по защите Отечества, работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы, или родителю, имеющему ребенка в возрасте до 18 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту.
При расторжении трудового договора по указанному основанию увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка в течение 3 месяцев. А в случае решения органа службы занятости населения, при условии, если в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен, то срок выплат продлевается до 6 месяцев. Трудовым кодексом также предусмотрены случаи, когда работодатель не может уволить работника. Так не допускается увольнение по сокращению беременной женщины и женщины, имеющей ребенка до 3 лет. Нельзя уволить мать-одиночку, имеющую ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида. Также невозможно сократить и работников, находящихся в декретном отпуске, как и им гарантировано сохранение места работы. На этом у меня пока все. Знайте свои права и умело ими пользуйтесь. До свидания. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Министерство просвещения определилось с количеством премий для учителей. В 2024 году в России отметят 1250 школьных педагогов, которые показали лучшие достижения. 2 года назад денежное поощрение получило 1000 человек, а начиная с 2023 года педагога и наставника это число увеличилось на 250 человек. В соответствии с указом президента страны лучшим российским учителям ежегодно присуждают премии в размере 200 тысяч рублей. На получение наград могут претендовать специалисты, которые работают в школе больше 3 лет. У них должны быть интересные методические разработки, собственные достижения, а ученики показывать значимые результаты в учебе. Министерство внутренних дел предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств. Транспортное средство должно быть оснащено контрольным устройством тахографа, регистрацией режима труда и отдыха водителя. Так, при формировании диагностической карты в графе «тахограф» или «контрольное устройство» указывается марка, модель, серийный номер аппарата, расположенного в транспортном средстве на момент техосмотра. Еще один предлагаемый индикатор позволит с высокой долей вероятности свидетельствовать о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по содержанию железнодорожных переездов. Авиакомпания «Якутия» расширила маршрутную сеть. 20 апреля самолет авиакомпании вылетел из Иркутска в Алматы. Это первый рейс в этом направлении. Рейсы в Алматы из Иркутска будут выполняться с 27 апреля и 12-26 октября один раз в неделю по субботам. В период с 5 мая по 6 октября по маршруту Иркутск-Алматы и обратно будет выполняться по воскресеньям. Жители Якутска могут приобрести авиабилеты по трансферным тарифам по маршруту Якутск, Иркутск-Алматы. 26 апреля на сайте Якутск-2024 откроется продажа билетов на церемонию открытия международных спортивных игр «Дети Азии». Билеты будут стоить от 2000 до 3500 рублей в зависимости от трибуны и сектора. Церемония открытия 8-х игр состоится 26 июня в 19 часов на стадионе Туймада. Крупный спортивный форум пройдет с 25 июня по 7 июля. Во Владивостоке стартовала подготовка к международному конкурсу «Мисс Азия ДВФУ-2024». Конкурс красоты и таланта проходит уже 7-й год. Кастинг прошли 9 участниц из 40 заявившихся. В рамках конкурса первым публичным мероприятием стали мастер-классы от учениц. Гостям мероприятия предлагают пройти различные настольные игры, рукоделие, рисование и обучение росписи. Цель мероприятия – развитие добрых отношений между участницами разных национальностей и повышение самооценки и уверенности в себе. Финальный этап конкурса красоты пройдет в мае этого года. В конкурсе «Мисс Азии» очень много испытаний. Одним из них является мастер-класс от самих участниц. У нас 9 участниц, и мы представляем свою национальность. От конкурса «Мисс Азии» много чего жду, на самом деле, потому что конкурс сам по себе масштабный, интересный, завлекающий. И главное в нем участие и кайфовать от самого процесса. Так что всем участницам желаю удачи и всего хорошего.
Инструктор по сноуборду обучил несколько десятков спортсменов на Алмазной долине. Прежде чем кататься на сноуборде, лучше научиться на нем стоять и тормозить. В этом поможет инструктор по горнолыжному спорту Виктор Ермолаев. Спортсмен встал на доску в 2012 году, а после обучения на Алтае приступил к тренировкам мирницев. С 2021 года Виктор обучил несколько десятков человек. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Сегодня в Якутске в культурном центре «Серкелярские огни» состоится показ драматического спектакля «Мастер». Фантазии на основе биографии романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Поставил его приват-театр «Синяя птица». И сегодня у нас в гостях руководитель театра Ольга Андреева и исполнитель роли Булгакова, актер Олег Харьков. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, для начала давайте все-таки поговорим о таком интересном, да, театре, как «Синяя птица». Откуда такое название «Приват-театр»? Приват-театр — это значит частный театр Ольги Андреевой, то есть мой, потому что, в принципе, авторский театр. Я сама сочиняю сценарии и сама режиссирую, сама набираю труппу, сама музыку нахожу. Ну, в общем, и швец, и жнец. Полный цикл. Да, вот. А история нашего театра, в принципе, 4 года. Мы создали спектакль «Лысая певица» по Эжену Ионеско. И после показа в Якутске, окрыленные успехом, зрители так встретили с восторгом. Мы полетели на фестиваль в Москву и стали там лауреатами первой степени имени Фаины Раневской. Вот. И ребята говорят, а давайте дальше продолжать. Да? Загорелись. Да. И так и выпустили подряд несколько спектаклей. Ну вот говоря про спектакль, о котором говорим сегодня, основан на биографии Булгакова, его романа «Мастер и Маргарита». Почему название такое краткое, лаконичное, просто «Мастер»? Да. Прежде всего, это мастер, это значит человек не просто талантливый, а человек, который создает целый мир. Вот. И, конечно, наш спектакль больше о самом Булгакове, а вкрапление из романа «Мастер и Маргарита» подчеркивает параллель, откуда у него в романе те или иные данные. Да? Вот он трижды был женат, и каждая жена внесла свой вклад именно в этот роман. Очень интересно, да? Олег, ты играешь главную роль, да? Вот как тебе, молодому человеку, вдруг повезло, во-первых, да, получить эту роль, и насколько для тебя важно? Ну вот. И опять же, какие трудности были именно в работе над образом? В работе над образом у меня были такие трудности, что у меня нет актерского образования и нет опыта игры в театре, в принципе. Поэтому мне в некоторых моментах сложно отыгрывать. Есть несколько сцен, в которых мне прям непросто. Мне повезло, да, действительно, что мне Ольга Никитична предоставила такую просто фантастическую возможность. Это произошло абсолютно случайно на самом деле. И когда мы с ней созвонились, она сразу сказала, что даст мне эту главную роль. Я был просто в восторге тогда, потому что я очень люблю, в принципе, выступать на сцене. Я уже у себя в институте уже 4 года выступаю на сцене, на городских мероприятиях. И всегда мечтал попробовать себя в театре. И вот такая возможность — это просто подарок. Мы знаем, что в этом спектакле участвуют еще и наши коллеги, да? То есть у вас труппа создана из людей совершенно с разных сфер деятельности, правильно? То есть это люди без актерского образования. Совершенно, конечно. Для них это театр отдушина. У нас работают, ну не работают, а участвуют в наших спектаклях и юристы, и преподаватели, и вот
ваш коллега Александр Иванов, оператор, и другой оператор, ну даже он, по-моему, художественный руководитель в ДК Кулаковского, Игорь Петров. Он когда-то тоже в телевидении работал. Светлана Кан тоже. Света Кан. Тоже была. А Светочка, она с 5 класса у меня в театральной студии «Синяя птица». Все понятно. И вот мы переняли это название. Ребята сказали, давайте оставим. Оставим. Так и оставили. Хорошо, но если говорить все-таки про грядущее мероприятие сегодня, да, состоится, которое... Все-таки ваш зритель это кто? Кому будет интересно посмотреть данный спектакль? Ну, конечно, 16+, прежде всего. Почему? Потому что, можно сказать, философский спектакль. Думать нужно и иметь какой-то опыт чтения романа, и вот сопоставлять. Но в то же время очень много новой информации, которой люди очень удивляются. Ой, оказывается, вот так. Мы не знали, мы не читали. 2 спектакля у нас прошло, значит, в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. И вчера был закрытый показ на сцене цирка, малая сцена цирка. И мы вот такую отдушину получаем, да? Зрители так аплодируют, подходят, разговаривают и ждут новых спектаклей. Вот так. Ну, то есть мы сегодня призываем, да, всех жителей нашей столицы посетить этот спектакль. Он действительно будет интересен, да? Ну и, собственно, еще раз, где, во сколько? КЦ «Сергеляхские огни», начало в 19:00. А можно еще такое добавить, что мы пенсионерам хотим сделать такое, что они придут бесплатно. Так что приходите. Пенсионеры нынче же молодые, с 50 лет. Очень благородный посыл. Ну что ж, спасибо большое. Желаем вам сегодня аншлага, полного зала, как это говорится. И вообще удачи и дальнейших. Спасибо вам большое.